Чувашия помимо двух подшефных заводов Донецкого и Торецкого электротехнических собирается помочь восстанавливать еще несколько предприятий в ДНР и Запорожье. Такое решение в региональном доме правительства было озвучено по следам визита делегации Чувашии в Донецкую Народную Республику и Запорожскую область. Итогом поездки чувашской делегации, в их числе были представители органов власти и производственники, стало заключение 5 соглашений. Во-первых, подшефные республики Донецкий и Торецкий электротехнические заводы вошли в состав межрегионального промышленного кластера по направлению электротехники. Торецкий завод, по словам руководителя чувашского Минпромэнерго, на сегодняшний день готов к выпуску собственной продукции – трансформаторных подстанций и блочно-модульных конструкций под кураторством Чебоксарского электроаппаратного завода. Кроме этого, на территории ДНР локализуют свои производства и представители дверного кластера республики. Отмечу, что для восстановления жилого фонда в Мариуполе чувашские компании уже отгрузили более 2000 окон и дверей. Чтобы снизить затраты на логистику и сократить сроки ожидания продукции, ее начнут производить прямо на месте. Кроме того, производители Чувашии готовы отправлять на территорию Донбасса и бетонные конструкции. Они тоже нужны для восстановительных работ. Посетили первое Макеевский машиностроительный завод. Очень хорошие компетенции по работе с металлом. Соответственно, по итогу встречи было подписано 2 соглашения у нас с Чебоксарским электроаппаратным заводом и с компанией «Главремпуть». Как раз-таки по использованию данных компетенций у нас была проведена встреча с генеральным директором трансграничного концерна «Железной дороги Донбасса». Это, в принципе, по сути, аналог РЖД на территории Донецкой Народной Республики. Соответственно, сейчас прорабатываем ряд проектов по восстановлению, участию наших предприятий в восстановлении железнодорожной инфраструктуры. Также, по словам Александра Кондратьева, Чувашия готова помочь восстанавливать электрические сети Запорожья и электроснабжение мариупольского завода-гиганта «Азов Электросталь». Александр Ильич, хоть вы и сказали, что все решения, которые были выработаны ранее, реализованы на сегодняшний день, очень важно все эти реализованные решения сопровождать и дальше. Потому что, очевидно, наши коллеги, прежде всего хозяйствующие субъекты, будут сталкиваться со сложностями, а их там достаточно много, их разного характера. Глава регионального Минпромэнерго отметила, взаимодействие с властями Донбасса выстроено четко. Сейчас, к примеру, в ДНР монтируют первую блочно-модульную подстанцию, изготовленную на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Обслуживать ее будут местные специалисты, которые до этого 3 недели учились на ЧАЗе. Запустят энергообъект в первых числах декабря. Евгения Зиновьева, Андрей Шоклев, Вести Чувашия.